Ассаламу алейкум рахматуллах. Прошлые выходные татарская общественность со всего региона Восточной Европы, не только с Российской Федерации, переместилась в свою национальную столицу, в город Казань, где проходила целая вереница мероприятий, событий, эвентов, различных акций, которые были приурочены к 1000-столетию принятия ислама в Волжской Булгарии нашими предками. 1100 лет назад свет ислама озарил Северную Европу, ее восточную часть, и официально государство, тогда мощнейшее государство Восточной Европы, Волжская Булгария, приняло ислам. Причем это было сделано абсолютно осознанно, это было сделано абсолютно мирным путем, не было никакого насилия. Государство в симфонии с властью, народ пришли, причем народы, потому что тогда уже Волжская Булгария была многонациональным государством с различными угорскими, тюркскими элементами, славянскими элементами в своем основании. Пришли к тому, чтобы принять ислам, тогда уже ставшей мировой религией, из рук посланников багдадского халифа. Багдадский халифат тогда был самым передовым государством той эпохи. Несмотря на то, что между халифатом и Булгарией были тысячи километров расстояний. И вот это удивительное событие, оно заложило основу духовности нашей сегодняшней татарской нации. Оно заложило исторические традиции, взаимодействия и христианства, и ислама в Северной Европе. И по большому счету вот этим традициям уже более 1100 лет. Основа — это точка отсчета, это именно принятие ислама в Волжской Булгарии, которое случилось в 922 году по григорианскому летоисчислению. И, конечно же, это событие не могло пройти незамеченным. Вы знаете, что это событие, эти торжества проходят по решению президента Российской Федерации на общегосударственном уровне. Председателем оргкомитета является вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. И сам факт, на каком уровне эти мероприятия, несмотря на сложности сегодня и в экономике, и в политике, и с учетом всех современных реалий того, что происходит в Восточной Европе, тем не менее российское государство, оно уделило значительное внимание этим торжествам, этому историческому факту. И это показатель и новых отношений, не просто таких добрососедских, а именно братских отношений внутри нашего государства между основными конфессиями. И это действительно является такой серьезной базой для того, чтобы Российская Федерация могла смело смотреть в будущее, потому что основа единства нации, государства, наших религий — это залог того, что наше государство сохранит и свою целостность, и будет идти вперед дальше, как одно из передовых государств в мире, как одна из ведущих держав современного мира.